Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Расскажем, какие учебные заведения ушли на дистанционную форму образования. День водителя отмечается сегодня. Наш алекминский корреспондент встретилась с теми, кто посвятил дороге практически всю жизнь. И триумф якутских шашистов. Наши спортсмены вернулись из Турции и привезли целую россыпь наград. – 178 новых случаев COVID-19 выявили за минувшие сутки в Якутии, 95 из них в столице региона. В Нюрбинском районе 13, в Алданском 12 случаев, в Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Улусах по 6 заболевших, в Горном 5, в Алаяховском, Жиганском по 4, в Анабарском, Ленском, Хангаласском районах по 3 случая. По 2 заболевших выявили в Амгинском, Верхневилюйском, Верхоянском, Мирнинском, Нерюнгринском, Татинском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Устьянском районах, в Булунском, Кобяйском, Алекминском, Оленёкском, Тампонском, Чурапчинском, Улусах по 1 случаю. 2 человека скончались от коронавируса. За сутки лаборатории республики провели более 5500 исследований на COVID-19. Тем временем на дистанционной форме обучения находятся более 130 школ республики. В очном формате продолжают работать 223 школы, в очно-заочной форме 280 школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона. 24 учреждения среднего профобразования продолжают работать в дистанционной форме, 18 в смешанной. В очном формате преподают в Арктическом колледже народов Севера, что в поселке Черске Нижнеколымского района. Накануне возобновили работу детские сады в селах Балыктах и Телеги Мегино-Кангаласского улуса. По информации Миноборнауки Якутии, в населенных пунктах, в которых зафиксировали случаи коронавируса, открыли дежурные группы в 62 детских садах для сотрудников социально значимых организаций, среди которых учителя, врачи и полицейские. В Якутске продолжаются опыты по установке рециркуляторов воздуха в салонах маршрутных автобусов. Так, специалисты IT-парка установили рециркулятор в одном из автобусов и произвели забор воздуха с помощью специального устройства. Ту же процедуру они совершили в автобусе, где рециркулятор не был установлен, чтобы потом сравнить данные. Подробнее в сюжете с Аргаланой Неустроевой. Инициатором проекта стали выпускники акселератора B8 компания GRI. По их словам, действуют они исключительно из желания помочь родному городу в это непростое время. Так, стоимость одного устройства на рынке составляет около 17 тысяч. GRI же, в свою очередь, предлагает их по себестоимости. Это в 2 раза дешевле. Наш продукт – это никакое не особое ноу-хау на самом деле. Это обычный рециркулятор, ультрафиолетовый рециркулятор воздуха. В принципе, такие рециркуляторы используются давным-давно. Просто они были особо не нужны, они стояли только в больницах. Но когда появилась пандемия, все поняли, что это нужно развивать. Поэтому у нас появилась возможность ставить в автобусы, в машины, везде, где есть ток 12 вольт. Слова Петра о том, что их рециркуляторы никакое не ноу-хау, ни что иное, как лукавство. Ведь новые устройства гораздо удобнее и безопаснее предыдущих. Они не ломаются, в них нет ртути, и они не выпускают опасный для сетчатки глаз и кожи ультрафиолет. Осталось лишь доказать эффективность их работы в местах общего пользования. Мы сейчас забирали воздух. Это специальное устройство для забора воздуха именно вот в таких вот проветриваемых больших помещениях. Он засасывает по 50 литров воздуха, и эти чашки будут потом расти, и будем смотреть, там, насколько много органики. Это не говорит о вирусе на самом деле, да? Это говорит, сколько органических тел, то есть это бактерий и так далее. Вирус сам обнаружить там, например, ковид невозможно в воздухе прямо сейчас, таких технологий не существует. Но, скажем так, когда мы понимаем, сколько аэрозоли органической, много или мало, это уже показывает косвенно, много или мало будет этого вируса. Сейчас компания GRI берет пример с крупных технологических компаний страны. В частности, с Яндекса, который же установил рециркуляторы во всех своих такси. В Якутске же всего порядка 600 автобусов. В пробном режиме рециркулятор установлен только в одном. 14 октября в тестовом режиме установили с технопарком бактерицидный рециркулятор воздуха. Вот сегодня в забор взяли. Ждем результатов. Положительный результат будет, то во всех автобусах установим вот эти рециркуляторы воздуха.
Польза данного устройства очевидна, даже если не брать во внимание нынешнюю эпидобстановку. Ведь, скорее всего, и после пандемии весь мир ждет совершенно иная культура нахождения в местах общего пользования. Сарглана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации будут внесены важные изменения в следующем году. Они необходимы для ранней диагностики сахарного диабета. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Минздрав подготовил проект приказа, согласно которому на втором этапе диспансеризации будет проводиться исследование уровня гликированного гемоглобина у пациентов с подозрением на диабет, пояснила она. Это исследование является золотым стандартом для точной диагностики сахарного диабета. При этом уже сейчас в программу госгарантии оказания медицинской помощи заложены дополнительные средства на проведение второго этапа диспансеризации, во время которого пациентов обследуют более углубленно. Республиканская клиническая больница номер 3 открыла бесплатный кабинет, работающий с людьми с нарушениями памяти. По информации пресс-службы медучреждения, кабинет будет оказывать консультативную и лечебную помощь бесплатно по системе ОМС пациентам с нарушениями памяти. Консультативный прием включает неврологический осмотр и нейропсихологическое тестирование с использованием набора специальных шкал. После выявления причины когнитивных нарушений назначается лечение, затем врачи наблюдают за состоянием пациента на фоне терапии. Также планируется, что будут проводиться консультации и семинары для родственников, соцработников и сиделок, ухаживающих за людьми с деменцией. Запись осуществляется через регистратуру или же по направлению терапевтов или других специалистов. Правительство страны продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что программа хорошо себя зарекомендовала и помогла как российским семьям, так и строительной отрасли. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и помочь строительной отрасли, которая столкнулась с падающим спросом на жилье из-за спада в экономике в связи с пандемией. Сегодня отмечается День водителя. Для работников автотранспортного предприятия в Алекминском районе это большой праздник, ведь здесь работают те, для кого слова «водитель», «автомобиль» и «техника» имеют особое значение. Елена Фаст расскажет о жизни алекминских водителей. Автотранспортное предприятие Алекминского района имеет большую историю. Жизнь района тесно связана с дорогами, доставкой грузов, перевозкой пассажиров. С 1965 года в АТП работал Валентин Дмитриевич Лыткин, 25 лет из них, на автобусе. Потом водил тяжелые Уралы, самосвалы. На заслуженный отдых ушел в 77 лет. Торго, Бескели, где большие крупные троечка, порт отсыпали. А потом у нас объединенное было, автобусное, грузовое, все вместе. Поэтому мы зимой в рейс ходили на север, вот наше управление Якутска было. Нас в Алекминских обязали возить, обслуживать север. Вот зимой в рейс уходим, зима кончается, нас пересаживают то на автобус, то на самосвал. Вот такая работа была. С 2000 года работает на предприятии и Виктор Геральдович Рыбкин. Общий стаж идет с 1985 года. Он один из опытнейших бульдозеристов, которому без опаски можно доверить самые сложные участки. Я в АТП с 2000 года работаю. А так на бульдозере с 1985 года. До 1985 года водителем был, а с 1985 года бульдозеристом. Работал в сельхозхимии, потом с 2000 года в АТП работаю. Кстати, фамилия Лыткина стала династийной. С этой профессией связали свою жизнь и оба сына Валентина Дмитриевича. Один из них живет в Якутске, а Андрей сегодня возглавляет автотранспортное предприятие. Он не понаслышке знает жизнь предприятия изнутри. Знает, что профессии, связанные с техникой, требуют особого характера. Последнее воскресенье октября традиционно отмечается праздник работников автомобильного транспорта, то есть наш профессиональный праздник. Елена Фаст, Максим Кобылов, Алекминск.
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося якутянина, участника Великой Отечественной войны Дмитрия Даниловича Красильникова. Его именем назвали улицы. Будучи уроженцем небольшого якутского села, он прославился на весь мир своими научными открытиями и основал целую династию физиков. Упорство, работоспособность и умение видеть наперед. Благодаря этим качествам Дмитрий Красильников стал одним из основателей Якутской школы космофизиков и организатором исследования широких атмосферных ливней в Якутии. В селе Актемцы Хангаласского района построили целую установку ШАЛ. В ней проводили уникальные исследования. Благодаря успешным результатам якутскую установку начали посещать ученые со всего мира. Приезжали из Японии, Аргентины, Боливии, Англии, Америки, Германии и других стран. Во вторник в музее «Россия. Моя история» откроется выставка в честь Дмитрия Красильникова. Тем временем на территории мемориального комплекса «Долина славы» в Мурманске состоялась торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной. В церемонии приняли участие ветераны, представители правительства Мурманской области, командования Северного флота, силовых ведомств, муниципальных образований, гражданского общества, включая представителей общероссийских молодежных движений «Юнармия», «Волонтеры Победы», ветеранских и военно-патриотических объединений. В прошлом году поисковыми объединениями на Мурманском направлении были найдены останки 58 защитников Отечества. 3 из них удалось идентифицировать. Всего же на территории поискового кладбища мемориального комплекса «Долина славы» с 1988 года захоронены останки более 4000 советских воинов. Переходим к теме спорта. Якутские шашисты с триумфом вернулись из Турции. Наши спортсмены в составе сборной России завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали. Так, чемпионом мира по классическим шашкам стал уроженец села Балугур Амгинского района, международный гроссмейстер Андрей Федотов. В финальном матче он победил десятикратного чемпиона мира Александра Георгиева. Это 2-я победа Федотова на мировой арене. Среди женщин по быстрым шашкам чемпионкой стала международный гроссмейстер Матрена Наговицына. 2-е место заняла якутянка Наталья Шестакова. В программе «Блиц» среди мужчин призовые места достались гроссмейстерам Николаю Стручкову и Николаю Гуляеву. Они заняли 2-е и 3-е место соответственно. Также Николай Гуляев стал бронзовым медалистом в программе быстрых шашек. В этом году самые 2 основных турнира, главный чемпионат России сначала проводился, а потом чемпионат мира в Турции. И в целом наша сборная выступила очень удачно. В чемпионате мира в Турции среди взрослых мужчин играло 28 шашистов. Состав подобрался очень сильный. Все действующие сильные шашисты играли в этом чемпионате. И больше 10 чемпионов мира разных лет соревновались в этом чемпионате. Мы напоминаем соблюдать безопасную дистанцию, а в общественных местах обязательно носить маски. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.